Русский футбольный клуб «Краснодар» на своем поле одержал победу над греческим «ПАОКом» в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе «Быков» результативными ударами отметились Виктор Классен и Реми Кабелла. Единственный мяч гостей забил Димитриос Пелкас. Ответная игра состоится 30 сентября в Греции. Победитель данного двухматчевого противостояния квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, на данный момент известны два участника самого престижного клубного турнира от России. Это санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», получившие прямые путевки по итогам национального чемпионата. Футболистки женской сборной России со счетом 3-0 выиграли у соперниц из Эстонии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы. Забитыми мячами отметились Дарья Яковлева, Наталья Машина и Нелли Коровкина. В турнирной таблице своей отборочной группы россиянки идут на второй позиции, набрав 12 очков в 6 матчах. Лидирует команда Нидерландов, на счету которой 21 пункт в 7 играх. В следующей встрече российские футболистки на своем поле сойдутся со сборной Словении. Матч состоится 23 октября. Тампа одержала победу над Далласом во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей шайбы забросили Брейден Пойнт, Андерджей Палат и Кевин Шаттеркинг. В двух взятиях ворот в качестве ассистента выступил российский нападающий Тампы Никита Кучеров. У проигравших отличились Джо Павелский и Маттиас Янмарк. Россиянин Александр Радулов, выступающий за Даллас, также отметился двумя результативными передачами. Счет финальной серии стал равным 1-1. Следующий матч пройдет 25 сентября. Континентальная хоккейная лига присудила техническое поражение ярославскому «Локомотиву» за неявку на матч с пекинским «Куньлунем». Встреча должна была состояться 22 сентября. Однако во вторник пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что команда не сможет принять участие в игре из-за случаев заражения коронавирусом. Клуб сейчас находится на карантине. Все спортсмены, представители тренерского штаба и персонала регулярно проходят тестирование. Сколько матчей пропустит «Локомотив», пока не ясно. В данный момент команда находится на 5-й строке турнирной таблицы конференции «Запад», имея в активе 8 очков после 6 туров. Российская фигуристка Елена Родионова завершила спортивную карьеру. Об этом 21-летняя спортсменка сообщила в своей инстаграм-странице. Родионова поблагодарила болельщиков и тренеров, при этом заявив о том, что не планирует отдаляться от фигурного катания. Последним ее стартом стал этап Кубка России, который прошел в 2018 году в Йошкар-Оле. Напомним, Елена Родионова является обладательницей бронзовой медали чемпионата мира 2015 года. Также на ее счету 2 золотые награды мировых первенств, золото чемпионата России, 2 серебряные медали европейских первенств, серебро и бронза финалов серии Гран-при. Перейдем к событиям якутского спорта. Сборная Северо-Восточного федерального университета со счетом 1-3 проиграла команде Нижегородского государственного университета в матче Золотой лиги всероссийского проекта «Мини-футбол вузы». Это поражение стало первым для якутян на этом турнире. Ранее сборная СВФУ поддержала 3 победы в 3 встречах и сейчас располагается на 2-й строке своей группы. Напомним, мини-футбол вузы – это самые престижные соревнования среди студенческих команд. Сборная СВФУ трижды попадала в число призеров проекта, дважды взяв бронзовые и 1 раз серебряные награды. В Якутии стартует онлайн-соревнование по метанию аркана. Как сообщает «Спорт Якутии», первый старт для любителей северного многоборья после начала пандемии пройдет с 24 по 25 сентября на платформе Instagram. Мужчины и юноши должны будут попасть арканом на 3-метровый хорей с 15, а женщины и девушки с 11 метров. Для выполнения максимального количества успешных бросков участникам будет отведено 5 минут. Ожидается, что в борьбу за медали онлайн-соревнований вступят ведущие представители северного многоборья. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!